25 по 30 января в Якутск приехал психолог-аддиктолог Моисеев Олег Олегович. Здесь он проведет семинар для работников образования по инициативным технологиям профилактической работы среди школьников и молодежи. Сегодня Олег Олегович у нас в студии. И не один. Вместе с ним председатель общественной организации при поддержке президентских инициатив в области здоровья и сбережения нации «Общее дело» Елена Колесникова. Елена Карловна, Олег Олегович, доброе утро. Добрый день, Екатерина, добрый день, Дмитрий. Расскажите нам, пожалуйста, что из себя представляет общероссийская общественная организация в области здоровья, сбережения нации «Общее дело». Такое очень длинное название. Длинное, но отражающее суть того, что она из себя представляет. Это организация, которая с 2010 года полноценно занимается профилактической работой, преимущественно в образовательной среде. Среди детей и подростков от 5 лет на сегодняшний день начиная снимаем огромное количество мультфильмов, фильмов, другого профилактического материала. Для ведения профилактической работы наиболее интересно в форме развития критического мышления, в форме проведения интерактивных мероприятий. В двух словах, это так. А какие профилактические проекты будут реализованы здесь, в Якутии? Можно я об этом скажу? И я хотела бы, я хотела бы сказать о том, что сегодня в мировой практике вообще самые передовые вузы, это в основном англосаксонские страны, они готовят превентологов. То есть это могут быть люди абсолютно из разных сфер работы. Это может быть и наркологи, и педагоги, и психологи, даже актеры и спортсмены. И они выработали такой наиболее эффективный способ. Лектора приходят и рассказывают детям о том, о своем опыте трезвой жизни, о том, что нужно отказаться от любых психоактивных веществ и интоксикантов, от алкоголя, табака и наркотиков. И на сегодняшний день это самый удачный и эффективный способ профилактики, который на сегодняшний день придуман. И вот «Общее дело» они подготовили интерактивно, то есть такие медийные, это фильмы, мультики для разных категорий возрастов детей и молодежи. Получается, здесь мы в Якутске сейчас подобный проект соединяем два в одном. Это медийная сторона и это действительно лектора. У нас будет состоять он из 3 этапов. Информационный, то есть это тотальное информирование всех детей, но нам нужно подключить и родителей, и учителей, чтобы это было наиболее эффективно. Каждый этап будет оканчиваться каким-то конкурсом. Второй этап – это интеллектуальный. Это такая наша новинка. Мы подготавливаем, разрабатываем интеллектуальные игры именно по вопросам трезвости, чтобы дети не в такой унылой форме, как лекции, нотации, а именно, чтобы они готовились для участия в конкурсе, чтобы победить, и перерабатывали сами этот материал, и принимали его, как что-то близкое для себя. И третий этап, наиболее, наверное, самый интересный и важный, это создание волонтерских отрядов. То есть для нас важно, что в каждой школе мы создали волонтерский отряд, и они работали уже от сверстника к сверстнику. Кроме этого, в конце проекта мы будем здесь организовывать слет, и к нам приедет Дамир Нигматянов. Это мощный коуч, тренер, который тренирует Сбербанк, Роснефть, РЖД, крупные серьезные корпорации. Вот он будет работать с нашими детьми. Олег Олегович, мы видим, вы пришли к нам не с пустыми руками. Что у вас в пакете? Сразу к делу. С пустыми руками я не хожу вообще никогда. В школу я приношу ряд предметов, образов, просто для того, чтобы дать детям лучшее понимание, более удобные модели усвоения информации, так как просто рассказ бывает неэффективным. Например, все знают, что табак – это яд, все знают, что он вреден, но когда ты детям показываешь это воочию, все гораздо проще. Вот, например, вот такую пачку, которая называется табачная пыль, которая является отравой для садоводов, который помогает садоводам избавиться от паразитов. Продается в каждом садоводческом магазине. И педагоги иной раз очень удивляются. Вот здесь, в Якутске, у нас уже были встречи с педагогами. Они просто удивились, сказали, ну надо же, мы все время рассказывали, что табак это яд, но никогда не знали, что можно это показать. Время нашего эфира подошло к концу. Спасибо вам за участие.